Сейчас у нас предстоит полное медицинское обследование, лечение, если нужно большое протезирование. Большое, это я говорю, когда идет и замена и корсета, и то есть ноги полностью. Вот. Потом мы планируем обучение, потому что именно этим детям, да, у меня 5 детей, и ни одному не смогла дать образование в силу вот этих обстоятельств, но этим детям обязательно нужно образование, потому что если другие дети заработают руками, как бы наши родительские-то нужно, чтобы они зарабатывали головой, так скажу. Поэтому вот на данный момент вот такие 3 большие задачи. И еще в планах у меня разослать везде их медицинские обследования, чтобы получить консультацию от зарубежных врачей, от наших врачей, российских, что можно сделать для девочек, чтобы облегчить им жизнь. Пусть не сейчас, пусть через год, когда они оправятся, там, через 2 года, но на это надо очень много времени. И вот сейчас в планах у меня это, мне не то, что мне хочется, я вижу, что с каждым годом детям все тяжелее и тяжелее, и нужно как-то вот узнать, можно ли это сделать, понимаете, чтобы не мучиться вдруг. Можно было, а я не сделала. Вы до сих пор как бы не знали, да, о существовании ФЛНК, не обращались никогда? Нет, я не знала о существовании ФЛНК. Потом, когда мне позвонили, вот 3 человека, это Гаджиева Саира, парень по имени Фазиль, и потом Амиль Саркаров позвонил. Я, конечно, мне редко такое бывает, когда я начинаю смеяться, радоваться. То есть, когда вот внутри что-то поет, что ли, так сказать. Я не могу объяснить то, что ощущала. Я плакала, у меня просто пропало вот это чувство безысходности, чувство вот этого одиночества какого-то, что ли, так скажу. Хотя очень много людей мне помогает, несмотря там, что мы из Киргизии, что мы там... Очень много россиян, спасибо вот всем на протяжении всех лет. Вот. Ну, понимаете, бывает, когда вот ты ждешь от своих братьев, как говорится, всего помощи, что тебе протянут руку, и вот нет руки протянуть.